Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых ярких и важных событиях в мире, во внешней политике нашей республики, о серьезных имиджевых мероприятиях и о многом другом. Пожалуй, начнем. Президентские выборы в Абхазии привлекли довольно широкое внимание к республике. Конечно, одной из первых и довольно предсказуемых реакций стала реакция официального Тбилиси. МИД Грузии, как и ожидалось, осудил президентские выборы, цитата, оккупированной России Абхазии. И опять-таки довольно предсказуемо призвал международное сообщество отреагировать. В своем заявлении внешнеполитическое ведомство этой страны отметило, так называемые выборы в Абхазии грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, являются незаконными и не могут повлечь никаких правовых последствий, поскольку противоречат основополагающим нормам и принципам международного права, заявил МИД Грузии 15 февраля. Министерство также обратилось к российской стороне и призвало Российскую Федерацию прекратить действия, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Грузии, выполнить свои международные обязательства, включая соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, достигнутое при посредничестве Евросоюза, и вывести свои войска с территории Грузии. Конец цитаты. То есть, как всегда, тут налицо полное игнорирование существующих уже 30 лет реалий. Но интересно иного другое. МИД Украины также и даже раньше, чем грузинский МИД, тоже осудил выборы в Абхазии, которые он назвал фейковыми, и заявил, цитата, что рассматривает их как систематическую попытку Российской Федерации легитимировать пророссийский сепаратистский режим на оккупированной территории Грузии. Конец цитаты. В МИД Украины также заявили, что только консолидированные усилия международного сообщества, в частности, военная поддержка Украины и строгое соблюдение введенных против России санкционных режимов способны сорвать агрессивные планы Москвы, направленные на восстановление империи путем войн и этнических чисток на территориях суверенных государств. Конец цитаты. Вот эта синхронность и украинского, и грузинского МИДа по-прежнему впечатляет, хотя, конечно, и тут удивляться нечему. Русская служба BBC также посвятила нашим выборам большой материал. И хоть очень многое тут тоже представлено с довольно предвзятой позиции, тем не менее статья стоит того, чтобы с ней ознакомиться, и она вышла под туманным названием «Президентские выборы в Абхазии. Выбор есть, альтернативы не просматривается». Отдельно отметим, что за прошедшими в эту субботу выборами президента Абхазии наблюдало до 100 международных наблюдателей из 25 стран. Своими впечатлениями о ходе голосования они активно делились на площадке ЦИК Республики. Но сегодня в эксклюзивном интервью нашей передачи своими личными впечатлениями поделился международный наблюдатель из Италии, посол по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гритани. Предлагаем вам интервью с ним. Вито, здравствуйте, приветствуем вас в студии Абхазского телевидения. В очередной раз вы уже были у нас в гостях. И в этот раз вы здесь, в Абхазии, в таком, скажем, необычном статусе. Вы один из международных наблюдателей от Италии, вы даже возглавляли группу международных наблюдателей. Нам бы хотелось бы от вас узнать, кто еще с вами приехал. Расскажите, кто был у нас в гостях в качестве наблюдателей. Здравствуйте, спасибо вам в очередной раз за приглашение в вашу студию. Я рад здесь находиться. Да, вы правильно подметили, я был ответственным за итальянскую группу международных наблюдателей, которые приехали сюда для наблюдения за президентскими выборами 15 февраля. Наша группа была на самом деле самой многочисленной, 8 человек, включая меня. Было много других иностранцев, все из разных сфер, разные профессии, это и журналисты, это и политики, и крупные бизнесмены с опытом уже наблюдения в других странах, электоральными процессами. Но скажу вам, что им всем, многие из них были впервые в Абхазии, им всем очень понравился наш город. Все заметили то, что он, несмотря на некоторые следы, оставшиеся после войны, да, несмотря на это, он все равно развивается. Видно, что люди хотят развиваться. И очень важный факт, хочу подчеркнуть, что наша группа сюда приехала не просто понаблюдать за выборами, а еще сообщить об этом, о том, как здесь все проходило, сообщить об этом в Италии. Да? То есть мы выходили в прямой эфир на разные каналы,
поменьше каналы локальные, побольше каналы с большей аудиторией. И нам получилось передать очень много полезной информации людям, которые никогда нас не слышали. И, соответственно, наша задача главная состояла в том, чтобы произвести как можно больше объективной информации про Абхазию. И считаю, что у нас это получилось. Наши новости, наши статьи вышли во многих итальянских газетах, журналах, изданиях имеется в виду. Я хочу подчеркнуть в очередной раз, что для меня крайне важно то, как Абхазия, как ее будут видеть в Италии, какой у нее будет имидж. Потому что я об этом говорю во всех интервью. Я чувствую себя одним из вас, причисляю себя к вам. И для меня важно, чтобы Абхазия была представлена в чистом таком, в очень положительном виде. Спасибо большое. Уважаемый Витор, теперь могли бы также поделиться своими личными впечатлениями как наблюдатель, что вам понравилось, что бы выделили или какие, может быть, были замечания? В целом за процессом наблюдали мы очень внимательно. Мы с самого раннего утра, как открылись первые участки, посетили несколько участков до обеда, порядка 4. За процессом наблюдали очень внимательно, подходили задавать разные вопросы к членам участковой избирательной комиссии. Все нам очень компетентно отвечали, наблюдали за тем, как люди проходят непосредственно процесс регистрации и за самим голосованием. Не было никаких задержек, все очень плавно, очень четко. По крайней мере, на тех участках, которые мы успели посетить за день, а их было, если не ошибаюсь, 12. Мы были также на подсчете голосов. Ну, в целом, весь процесс был очень демократичным, прозрачным. Организация на высоком уровне. Говорить о том, что где-то, возможно, были какие-то недочеты или упущения, я не могу, я лично их не видел, но, наверное, на других участках. В целом по всей стране было открыто много избирательных участков, и, возможно, где-то были какие-то упущения. Но это во всем мире так, невозможно организовать идеально. Но я не могу об этом говорить, я не видел это своими глазами. Из того, что я бы порекомендовал улучшить, и из того, что не то, чтобы не понравилось мне, но создало некие сложности. Да? Не на всех избирательных участках была возможность спокойно получить доступ, то есть войти в избирательный участок для людей с инвалидностью, как у меня. Я, как видите, живу на коляске инвалидной, поэтому мне очень сложно было в этом плане. Были участки, куда я просто не зашел из-за того, что не было возможности. Я об этом говорил с главой ЦИК. Мы с ним увиделись, очень тепло пообщались, он очень хорошо нас принял, ответил на все вопросы, и мы в качестве рекомендаций на будущие выборы посоветовали, чтобы предусмотрели в том числе пандусы на участках, которые будут открываться. Мы понимаем, что у вас предусмотрено законодательно голосование на дому, но для этого гражданину нужно заранее предупредить участковую избирательную комиссию и заранее регистрироваться. Это тоже не совсем удобно. Поэтому только вот такая рекомендация в плане улучшения, а в остальном все на высоком уровне. Это очень верное замечание. К сожалению, не только во время выборного процесса существует эта проблема, но, кстати, с другой стороны, появились некоторые театры, учреждения культуры, где-то, слава богу, среда стала доступной, но это очень, я думаю, это очень толковое замечание. Спасибо большое. Я бы очень хотел бы с вами в будущем, с вашим телевидением, с вашими сотрудниками здесь организовать, может быть, какой-то репортаж, который бы подчеркнул бы тему доступности среды, доступности города для людей, таких как я. Я думаю, это прекрасная тема для будущих наших каких-то взаимоотношений и сотрудничества. Спасибо большое. Дорогой Вито, вы также являетесь послом по особым поручениям МИД Абхазии в Италии. И я знаю, что вы лично с помощью также Кана Таня, который тоже очень активно в этом отношении работает, что вы очень много делаете для налаживания отношений, контактов с Италией. Скажите, пожалуйста, может быть, есть какие-то новости или что-то предполагается в будущем? Как вот тут, чем вы сейчас занимаетесь? Знаете, наша работа, проводимая на территории Италии и в целом в европейских странах, она была сложена с самого начала, да, потому что нет дипотношений между Абхазией и Италией. В принципе, 2 года назад она стала еще сложнее, да, нас, безусловно, и это как бы логично, связывают с Россией, да, с пророссийски ориентированной страной, и поэтому в этом смысле сегодня наша работа осложнена еще и вот такими геополитическими решениями, да, где в Италии, в странах Евросоюза
все, что связано сейчас с Россией, это как-то блокируется на всех уровнях. Но мы, несмотря на это, мы продолжаем проводить работу, общаемся с людьми, которые в будущем в любом случае будут полезны для Абхазии. Какие-то моменты, к сожалению, не можем пока озвучивать, потому что уже есть в прошлом случай, когда они были заблокированы из-за того, что мы преждевременно их озвучили. Мы сильные, абхазский народ, он никогда не склонялся ни перед кем, и его сложно сломить, поэтому у нас и сильное сердце, и сильная крепкая душа, и мы будем, несмотря ни на какие сложности, продолжать свою работу, и обязательно выведем Абхазию на новый уровень. Спасибо большое. Дорогой Вито, хотелось бы также знать ваше мнение о том, в этой вашей миссии, какова могла бы быть, на ваш взгляд, роль журналистов? Вы, наверное, даже лучше меня знаете, что работа журналистов очень важна, и она у нас конкретно в работе нашего диппредставительства в Италии нам еще сложнее, потому что трудно найти профессиональных журналистов, которые бы не были ангажированы, да, но при этом помогали бы нам. У нас, благо, за долгие годы работы есть уже проверенные люди, которые пишут объективные статьи, находят объективную информацию и помогают нам как-то развивать положительный имидж Абхазии в Италии. И, конечно же, в этом смысле было бы полезно пригласить и абхазских журналистов, кого вы посчитаете нужным направить, да, в Италию для того, чтобы мы проводили там совместную работу. Это, конечно же, предмет уже дальнейшего предметного обсуждения, согласования. Было бы также интересно организовать, может, прямой эфир с вами, либо видеосвязь, репортаж какой-то о том, где находится наше представительство. У нас есть офис, вывешен флаг. Мы бы показали, может, какие-то кадры самого города, где находится непосредственно офис диппредставительства. И показали бы внутреннюю работу диппредставительства. Мы абсолютно открыты. Может, вы поговорите с кем-то из руководства, чтобы организовать что-то подобное. Я думаю, что это вообще не составит никакого труда, и надеюсь, что наша следующая как раз с вами контакты и следующая работа совершенно спокойно в рамках этой передачи мы тоже это можем осуществить. Уверена, что руководство только пойдет навстречу таким инициативам. Это интересно. Было бы еще лучше поехать и увидеть все воочию, возможно, и это будет... Мы с удовольствием приняли бы вас в гости, если бы вы вместе с оператором смогли бы прилететь, тогда мы бы организовали все на месте и показали бы вам всю работу, и город показали бы, и непосредственно офис показали бы, и сняли бы хороший репортаж о проделанной работе за долгие годы. На самом деле очень важно показать гражданам Абхазии, какую работу проделывает офис диппредставительства, учитывая еще тот факт, что мы единственное представительство, которое не получает денег из бюджета Абхазии, а мы содержим все это на свои личные средства, поэтому нам очень хотелось бы, конечно, чтобы граждане видели, какую работу, с каким энтузиазмом мы проделываем ради того, чтобы имидж Абхазии стал лучше. Очевидно, что у нас большое поле для сотрудничества, и я думаю, что мы, конечно, тоже были бы заинтересованы в том, чтобы все это увидеть и узнать, и понять больше о вашей работе. Вито, я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти сегодня, ответить на наши вопросы, и надеюсь, что это наша далеко не последняя встреча. К другим темам. Перспективы российско-американских переговоров и дипломатических контактов как никогда более реальны и близки. Об этом сейчас пишут многие СМИ. Большой материал на тему также выпустило издание «Ведомости». В частности, оно сообщает, что российские и американские официальные лица уже в ближайшие дни могут впервые за очень долгое время встретиться в Саудовской Аравии. Там они проведут переговоры и начнут прорабатывать организацию саммита президента Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 16 февраля сообщило агентство Reuters, ссылаясь на бывшего председателя Комитета Палаты представителей по иностранным делам республиканца Майкла Маккола, источник, ознакомленный с планами поездки. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил СМИ, что для организации встречи президентов придется приложить особые усилия в контексте подготовки, составления повестки и обмена мнениями на рабочем уровне. При этом об утвержденном месте переговоров или тем более саммитов
в Москве пока не говорят, как и о конкретных датах этих международных событий. Между тем, утечки в американской прессе указывают более уверенно и на время встречи. Так, 15 февраля агентство Bloomberg сообщало, что саммит Путина и Трампа в Саудовской Аравии может состояться уже в конце февраля, а 16 февраля там же назвали еще одну точку отсчета. Якобы Трамп и его команда сообщили европейским союзникам о намерении достигнуть прекращения огня на Украине к Пасхе. Состав делегации официально также не подтверждался, хотя 14 февраля Bloomberg сообщала, что со стороны Российской Федерации в переговорах может участвовать помощник президента по внешней политике и экс-посол в США Юрий Ушаков, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По словам Маккола, от США во встрече с россиянами будут участвовать советник президента по нацбезопасности Майк Уолтс, спецпосланник по ближневосточному урегулированию Стивен Уитков и госсекретарь Марко Рубио. В эфире консервативного телеканала Fox News Уитков позже подтвердил информацию, что он и Уолтс очень скоро направятся в Саудовскую Аравию. А согласно более раннему сообщению Госдепа, Рубио, который 16 февраля находился с официальным визитом в Израиле, после этого намеревался посетить как раз Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. В списке американских переговорщиков в Саудовской Аравии не упоминается спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог. Еще 14 февраля агентство Reuters выяснило у его заместителя Джона Коула, что сейчас задачи между Келлогом и Уиткофом четко распределены. Первый отвечает за диалог с Киевом и Европой, а второй с Москвой. На этом фоне 15 февраля вечером по московскому времени состоялся и первый телефонный разговор Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По данным МИДа, они условились поддерживать канал коммуникаций для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях. Кроме того, стороны имеют обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе по урегулированию вокруг Украины, Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других направлениях. Кроме того, Рубио и Лавров договорились в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для последующего взаимного снятия препон для работы заграничных представительств двух стран. Среди примеров ужесточения условий функционирования российских дипломатических миссий в США – ограничения на выдачу виз, высылка дипломатов, ограничения на их передвижение. На сегодня на этом все. Будем продолжать следить за самыми важными событиями вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.